за дружбу народов, за мир и счастье всех народов планеты. Сказано прекрасно то, что... Всем дадено! Да, мои дорогие товарищи. Да, давай. Слово позору, слово старейшина подойди, как всегда. К гостям подойди к старейшине. Понимаешь, нет? Конечно, понимает абазин, абхаз, абаза. Гуляпи даже понимает. Огромное ему спасибо, что он принял участие. Это замечательнейший ученый. Не только своей страны, но и России. Он великолепно представляет Бразилию в России. Счастья, благополучия, успехов. Наши предки меньше 115-120 лет не жили. Я поэтому желаю абхазского долголетия наших старых дедов и отцов. Благополучия, успехи во всем ваших делах. Аминь. Мы вас полюбили. Ваше фото и всех вас, кто там выступал на нашем форуме, это навеки останутся. А вот, как Колборов сказал, мы завтра с ним у президента этот вопрос поставим. Мы выберем землю для офиса совета старейшин Акцентом. евразиатских народов. У всех краев. Да. Это, я вам скажу, величайшее дело он предложил. Я думаю, что президент 100% согласится. Я вам пожелаю здоровья, счастья, успехов. Приезжайте почаще к нам в Абхазию. И море у нас и зимой можно купаться. И на эти речки у нас в Абхазии их десятки. Тоже можно, несмотря на то, что они горные речки. Дай Бог, чтобы, как вот эти скалы, здоровые, чтобы было. Аминь. Аполлон Несторович, Пожалуйста. можно скажу пару слов? Я вот как раз он передал вам то, что... Значит, я бы хотел не казаться банальным, но хотел бы повторить то, что я говорил вчера. Я с 7 лет мечтал быть в России. А когда уже оказался в России, я стал понимать, лучше знать. Когда я стал лучше знать и понимать российскую географию, историю, у меня возник большой интерес посетить Кавказ и каждой отдельной республики. Поверьте мне, и всех республик Кавказа Абхазия была первое место, в которое я был еще в далеком 90-м году. И вот, прошло 35 лет, и я снова здесь. Мало того, я был здесь и в прошлом году, и позапрошлом году, и с моей супругой, с моим ребенком. И мне здесь очень нравится. Вот. Но приближаясь к теме нашей вчерашней беседы, сегодняшней, да, мне бы хотелось говорить не только о нашем торжестве, а о глубоком уважении, симпатии, которые я испытываю к вам лично, к нашим коллегам, к вашей стране. Но я бы хотел делать еще несколько предложений, которые я не успел говорить вчера во время моего выступления. Из того, что я видел за 60 лет путешествий по всему жизни, я нахожусь и вижу, что Абхазия может быть и стать настоящей туристической жемчужиной этого региона. Вот, таким транспортным хабом вот, между Западом и Востоком, между различными регионами нашей большой страны. Вот. Спасибо. И в рамках этого участка земли и будущего здания, которое будет, да,
Я бы хотел предложить, чтобы это стал не только центр встречи старейшин, но и такой центр межкультурной коммуникации, вот, культурный центр, который объединила все вот того, что каждый из старейшин привозит и может представлять. И помимо этого, это мог бы быть консультационный центр при правительстве или при президенте, который передавал бы им идеи и проекты для развития и процветания Абхазии. Я вчера и позавчера во время моих прогулок по городу, я ходил и смотрел по бокам, и смотрел в море, смотрел на здания и на улице, и вы знаете, я здесь вижу миллионы возможностей для развития и процветания. Вот. И идея сделать так, чтобы и Абхазия стала членом БРИКС, это не просто так высокие слова, это не просто так, это пафос. Это просто, понимаете, приводить сюда потенциал, и строительный потенциал, и здесь большой инвестиционный потенциал в сфере туризма, вот, и еще много другое, которое повлечет за собой туризм и строительство, вот, новые железные дорожные сети, новые электросети, новые телекоммуникационная сеть, это то, за что республика плачет. Поэтому мне бы хотелось в обозримом будущем иметь возможность снова приезжать сюда, чтобы пообщаться с вами, и с вашим премьер-министром, и с вашим президентом, и об этом говорить и рассказывать. Поскольку, видите ли, я понимаю, что люди здесь богатые, умные, мудрые, и всего, возможно, лучше меня все видите, знаете и умеете. Но есть вещи, которые и другие могут тоже преподнести и оказать пользу и вашей стране, и вашему народу. Вот и мне бы хотелось эту роль играть, с вашего позволения. Дай Бог вам здоровья, всем нашим коллегам. Ура! Ура! Висенто, мой дорогой друг, я имею право уже другом называть, правильно? Да. Абхазия, она маленькая, малочисленный народ у нас, но мы с греческих империй и римляне, Турецкая империя, Российская, всегда вот так вот давила Абхазию. Всегда здесь происходили войны, и поэтому мы вот такие малочисленные стали. Что сегодня в наши ряды, что стало представитель Бразилии, это для нас большое счастье. В Бразилии твой наш общий друг, наш генерал знаменитый, герой Абхазии, я когда посещаю, там, где мы вчера были, я всегда к ним иду, и я преклоняюсь ему, потому что в войне выигрыш нашего народа огромный, сами принадлежит генералу Тбару. Это можно сказать, что это его племянник. Я вам скажу, у кого много сыновей, обычно отделятся. У нас в Абхазии, у вас тоже так же, наверное, отделятся. Здесь в их селе Тбаровский дом называется. Да. Дом Тбарова. Да. Оттуда была выходца моего теста, мать. Их большая тетя. Вы знаете, 5 домов, правильно? 5 сыновей в одном дворе. И вот эти невестки, я там бывал несколько раз, вот эти невестки разных фамилий, все как родные сестры, когда гость приезжает, вот так вот, как они вообще любят друг друга, ухаживают. Я тут хорошо. Я когда своему тестю рассказал, я говорю,
это инвалид Великой Отечественной войны, 5 лет воевал, это самый, попадал в плен. Я когда ему рассказал, Бесик подъем меня, и, дорогой Аполлон, ты знай, что я из хорошей крови вышел. Хотим посетить озеро Вица, и к тебе можно. Он сказал, не только 10, 15, пусть будет 20 и 25. Все. Так может сказать великий абхазец. Он великий. Настоящий. Да. Он настоящий абхазец. Спасибо. Шой нухат, хайбан хат. Спасибо. Сахал, Огромное вам капур. спасибо. Аполлон, процветание, это так, как понимает. Ну, тут некоторые сходцы не услышат. Большое спасибо. Я извиняюсь, какие девочки обслуживают вообще? Вообще просто. Я до этого тоже. Почему старейшина? Да. Говори, не пропусти, пожалуйста, не пропусти. Поэтому я и отца знаю, Дорофея. Я с большим уважением отношусь. Я всегда посещаю, многие вещи подсказываю. Я Виссариона знаю, я отца Игнатия, я всех знаю. И все направление. Поэтому бар не просто так, он вот эти дела, хозяйство накрывать. У них универсальный род. И священнослужители, и ратники, и хозяйственники, и накрывающий стол. Поэтому у меня род еле-еле выжил. Еле-еле выжил, поэтому это хорошо, когда род большой. Пожелаю процветания. Дай Бог, чтобы не последний раз вы хорошим людям старейшим накрывали. Можно чуть погромче, я записываю. Записываешь? Ну, вот любит это Абхазы все записывать. Роду, процветания, успеха в своим хозяйственным Аминь. делам. И чтобы во благо и своего рода расширения, и Абхазии, и к Абхазии, чтобы мы все старейшины всего мира, которые за мир согласия тянулись к вам. Спасибо. Всех Спасибо. Аминь. Спасибо. Благодаря его представителей Совета старейшин евроазиатских народов именно форум проводилось в Абхазии. Да. Благодаря вот этому учету. А скорее надо говорить попроще. Вот чтобы он открыл филиал ресторана абхазской кухни в Рио-де-Жанейро. Это говорит представитель Бразилии. Так как ты присутствуешь, я влезу в абхазско-бразильские дела и неудобно, поэтому спасибо за это. Спасибо за это. Бельгия. Да, Крис Роман, Скажите. Бельгия, наш патриот тоже любит и Россию, кавказский народ. Он был в Южной Осетии на выборах. Ух ты. Южной Осетии. А мы с ним встречались у этого Уезжаете? русский вестник. Он, эти европейцы памятные забывают. Перед отъездом пару слов скажите, пару слов. Вас зовут Михаил Меня зовут Давидович Михаил Давидович Зингер. Зингер. Я представляю достаточно много направлений. Я представляю клиническую медицину. Я представляю группу проектов в области здравоохранения ОЦДС БРИКС. Я представляю ассоциацию, междисциплинарную ассоциацию миофункциональной терапии и здоровья сберегающих технологий. Представляю социальное предприятие «Клуб благородных людей». И принципиально я представляю самого себя как человека, который смог к определенному совершенно возрасту понять и осознать самое главное предназначение каждого человека на Земле. Это было высказано в свое время потрясающим поэтом. Светить всегда, светить везде, светить до дней последних Донца. Вот лозунг мой и солнца. Право, Михаил И я Давидович. хочу сказать огромнейшее спасибо благоприятному климату, который создан совершенно фантастически гостеприимными, дружелюбными людьми, населяющими Абхазию, которые, на мой взгляд, действительно сумели воссоздать
вот то лучшее, что было в свое время и на самом деле продолжает оставаться в том самом Абхазском царстве. Понятие долга, совести, чести, нравственности. И причем, что самое важное, вот мы все совсем недавно собрались в рамках Совета Старейшин для того, чтобы поговорить о потрясающем кодексе Апсуар, который мы впервые во многом и многие узнали. На мой взгляд, это удивительный народ, который этот кодекс несет через века в своем сердце и в своей душе. И вот мы сегодня в России постоянно говорим о необходимости следовать традиционным, духовным, нравственным ценностям. А вот на земле абхазской нету ни одного указа, а есть просто кодекс, который истори испокон веков, из поколения в поколение дает людям понимание того, что значит понятие чести, совести, долга, уважения к женщине и уважения к той земле, которая была, остается и есть той мамой, которая создает каждого, кто приходит на эту благословенную землю. Огромное спасибо Абхазии, огромное спасибо всему абхазскому народу за то, что он сумел в себе сохранить вот это душевно-духовное равновесие, которое позволяет нам, гостям Абхазии, это воспринять, почувствовать и услышать сердцем и душой. Спасибо. Михаил Давидович, я впечатлен, я просто впечатлен. Какая дикция, какие мысли. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Вы украшение этой встречи. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Поехали.